Урматтуу ММО ассоциациянын YouTube каналынын катталуучулары жана дыйкандар, дыйканчылыкка кызыккандар, бүгүн биз Кореянын Копия уюмунун күнөз карасына келип, ассоциациянын мүчөлөрү жана ушул тарапка кызыккан дыйкандар менен биргеликте саякат кылдык. Биз кышында кантип колтунайды өстүрсө болот, теплицада кандай удобренияларды колдонот жана мунун артыкчылыгы эмнеде, эмне үчүн Кыргызстанда азыркы учурда эксперимент кылып жатат, ушул суроолордун баардыгына жооп алдык. Баштаардан мурун достор, лайк басып, комментарий жазып, подписка кылып коюңуздар, себептен бул абдан маанилүү. Анткени биз ММО тармагындагы эң актуалдуу маалыматтарды сиздерге бөлүшүп турабыз. Мынакей бүгүн биздин ассоциациянын мүчөлөрү ушинтип Копия уюмунун күнөз канасына келип, өсүп жаткан култунайлар менен таанышып, технологиясын сурап, кошумча суроолорубуз болсо ошолорго жооп алып, айтор чогуу кыдырып жүрөбүз. Бирок баарыбыз жесек калбай калат да, ошоңуздар да. Сүрүнү алла жакшылап. Welcome to Kopia Demonstration Center. Добро пожаловать в демонстрационную зону Копия центра. So we are conducting. This belongs to KNU, Этот ботанический сад принадлежит Кыргызскому национальному университету. and we are renting this space to do experiments. И мы берем у них в аренду, чтобы делать такие эксперименты. So the main purpose of this facility is to do experiment before we could adapt to the field. Главная цель, почему мы это делаем, сначала мы должны провести здесь эксперимент, протестировать и потом уже выводить наружу. And at the same time, it serves as a training ground for farmers like you. И в то же время это площадка для таких фермеров, чтобы проводить вот такие тренинги. So during the winter season, we only run these greenhouses. В зимнее время мы в основном здесь проводим такие мероприятия. And you have seen 4 greenhouses. И как вы уже видели, мы видели 4 вот таких теплиц. And you will see the one in this side is the most expensive one. И вот теплицу, которую вы видели вот здесь, с левой стороны, она является очень дорогой. And this plus the other 2 is less expensive one. И вот этот и следующие 2 теплицы более, как сказать, But you can see that is not as productive as expected. Но вы можете увидеть то, что там, которая дорогая, очень дорогая теплица, она не такая продуктивная, как эти. And the problem was on the miscommunication. И почему так получилось? Потому что здесь произошла мискоммуникация. Actually, that is not what Kopia built. It was by the patent office of Korea and Kyrgyz. На самом деле, вот такая эта теплица, которая дорогая, она была построена не копией, а патент, Кыргыз патент. It was done during the COVID time, and it was done online. И она была, оказывается, построена во время ковида, во время пандемии и в онлайн-версии. So Korea provided equipment. It was the counterpart in the Kyrgyz who requested that kind of construction. Получается, они вот проводили онлайн-переговоры, они, получается, отправили сюда все оборудование, которое запросила кыргызская сторона, и за счет этого они построили. His main concern was preserving the heat because the cost of the coal is expensive. So he just wanted to be less consuming coal. Вот главная цель была, кажется, чтобы сохранить тепло. So that's why he requested that kind of a thick material, plastic material. И чтобы вот сохранить теплоту, он, оказывается, заказал вот такие прям очень жесткий пластик, да. But the disadvantage of that is the solar penetration. И он говорит то, что проходимость солнца недостаточно. That's the main point why the strawberry there is the least producing. И вот главная причина, оказывается, является из-за того, что солнце внутрь не проникает, и вы видели, да, уже урожай, результат такой Also, продуктивный. he saw that using thick material is going to be heat protective.
И вот, как вы уже видите, да, он же вот такой толстый этот пластик же, он сохраняет теплоту. But what is more important is having two things, and you can see this and this has air barrier. Air barrier is the most efficient one. That's why this is double. And Да, чтобы still, if you see the small one there, it's gonna be covered, so it's gonna be 3 layer. получается, там только пластик, он очень этот толстый пластик, а здесь, получается, они покрыли тонкой пленкой, чтобы этот было проветривание тоже было, воздух поступал, и получается, 2 раза покрыли, и вот здесь тоже, когда саженцы они делают, еще 3-й раз покрывают, достаточно тепло можно сохранить. What we are doing here is not final one. It's just experimenting. То, что мы здесь делаем, вот эти тоже теплицы, она тоже под тестом, это не финальная версия. So don't take it as it is. Oh, Kopia is doing, so that's the best. No, we are experimenting. И в данное время это только эксперимент, и он рекомендует не делать так же, как, потому что Kopia сделала так, я тоже так делаю, потому что мы здесь в данное время просто делаем эксперимент. We Тоже are also тестируем. learning, and if you have seen in the other two, you have seen the bulb, light bulb, Вот, extra bulb, extra lighting. Вот в теплицах вы же видели лампочки, тоже для теплоты. The reason is because the hours of sunlight in Kyrgyz during the winter season is very small. Он говорит, а почему мы поставили такие лампочки? Потому что зимой солнца же нам недостаточно, она покрыта, она не доходит до нас. И чтобы было достаточно тепла, достаточно солнечного света, это заменитель получается. It's always snowing, cloudy, so there's a very minimum sunlight. Из-за того, что очень много снега, дождя, и уровень вот этого не проходит. So we just bought that lamps in the market and tried it. Получается, они, оказывается, купили из обычного магазина вот такие лампочки, чтобы протестировать. Of course, the ideal one is the long one, but it is expensive and we have to import. В идеале, говорит, вот такие лампочки, они должны быть длинными. И он говорит, что она более дорогая, и мы должны его импортировать с другой страны. That's why we bought practical one, whatever available in the market in Kyrgyz. И поэтому он, оказывается, купил из-за того, что она здесь у нас есть, она нам доступная, самая What is простая. claimed by the seller is that it is equivalent to 80% of the sunlight. И продавцы сказали то, что она эквивалентна, 80% эквивалентна Солнцу. Probably it's not 100% true, but at least looks like it is working. Возможно, она не 100% правда, но по практике они видят результат. And as you can see, right under the bulb is growing fast, but just beside is not that much. Как вы видите, вот прямо под лампочками они хорошо растут, а там, где вот так пошло, чуть-чуть из-за света чуть меньше. So the next step we will do is to decrease the width in between the lamps within 1 meter. Of course, we need to check the correct distance. И вот следующий эксперимент, они хотят сократить ширину вот этих лампочек, дистанцию, то есть хотят сократить и увидеть, что произойдет. So whatever you are seeing now is something in the progress. И то, что вы сейчас видите здесь, это в процессе эксперимента, получается. Okay, so now I will Теперь, получается, let me introduce Mr. Kim. He is the person in charge. He is the researcher here and also in charge of the whole technopark. Теперь позвольте представить мистера Кима. Он заведует этим технопарком, является исследователем. Вот он проводит все эксперименты. And we will open the floor for the Q&A session or any question you have. И теперь мы можем начать вопросы-ответы. У меня вопрос касаемо питания. Чем вы кормите клубнику? Ваша практика. И что именно советуете, как и чем кормить? Да, Курин хорошо, Лист хорошо идет. Нет, производитель, марка, это бренд, это бренд это местный, корейский. Корейский. Он доступен нашим фермерам? Если нужен, это Организовать можете? фирма, да, фирма, кто Да. это?
Я поговори потом дешевле это я каря принесу. Есть такая. дай можно. Если один человек, один литр, один год хватит. Потом микро, да, микро. Это азот, фосфор, калий, эмен, это как это, Микро-макро. сера, се есть, да, вот такой. Вот такой один неделю, один раз. 브리가지, да, 브리가지. По листьям. А в корень Да, нет. вот такой. Это аппарату, да, аппарату. Листовая подкорка. 고린 тоже 다 뭐지나. 리스트 хорошо, 리스트. И этих лист двух хорошо. достаточно. Э? Этих двух препаратов достаточно, да? Да, вот такой 고린. 이 리스트 тоже чуть-чуть это 선생님도 вот такой дай. 응? 아진젠 어때지 дай. 드바진 вот такой дай. 응? Это хорошо. 이제시 это удобрен я жилали удобрен. Это чуть-чуть не хорошо. Теплица, здесь она рассчитана на сколько? На 1 соток или на 2 сотка, да? Здесь 4 сотка, да? Экижусу это он квадрат, да? Вот такой это 7 палавина. Вот такой утусу. 4 соток. И если максимально, сколько можно выжать отсюда? Какой? Урожай. Какой это? Клубники. 구름니키? Да. 이제 구름니키 это примерно 3000, да? 1-2, 3000. 3000. Если один не ажилай, экимин ху아지다, экимин штук. Если экимин штук один год, эки тонн надо. Если хорошие смотри. вот эти дай, sunset, парламента еще дали, да? это парламента тонна, эки тонна, бу지. хорошие смотри нужен. это я тоже не понимаю. 1 тонн нормально, 정말. Биринчи суроо канча жылдан бери кулпунай өстүрүп келатышат. Экинчиси силер бул экспериментальный кылып субстракты ар кандай кошулмаларды кошулуп эксперименттен өткөрүп атышпайбы? Ошонун кайсынысына келип токтолду? Нет. Эмне үчүн Москва. даяр субстракт эмес? Мисалы кокос, перлит аралаштырып даяр субстракттар барбы? Эмне үчүн аларды өстүргөн жок? Эксперименттен өткөрүп атышат. We just started last year. В прошлом году это только. В прошлом году в ноябре только начали. So this is the first harvest. И это первая продукция. Всё понятно. Coffee has больше been нет just вопросов. 3 years. Кофе, получается, только 3 года назад открылась. And Mr. Kim was in charge for second year now. И вот мистер Ким делает, то есть заведует этим we are технопарком just второй starting. год. Это только второй год и только начало. Эмне үчүн ошо жанагы общепринятый стандарт менен иштеген жок деп ойлоп атам да. Эмне үчүн ушу атайын грунтка сейип, атайын же торфко сейип, чтобы могу полевой развитие кылайын деп атышабы, же кандай кылайын деп атышат. Агробаты, да, агробаты, только это удобрение нету. Поэтому биогумусу вместе жилай. Это потом только биогумусу жилай, это крепкий будет, да, земля. корень не хорошо идет. Поэтому перемешай, это корень хорошо идет, тоже 보정 нужен, поэтому вместе жилай. удобрение добавляй. понял, да? Если вода, соль есть соль, это эки процент больше, все умеры. Поэтому 이제 соль много, Кыргызстане. Всегда это сколько процентов, соль сколько процентов смотри нужно. Обязательно нужно как-то проверять уровень соли воды, потому что еще это если будет превышен, Кыргызстан то земля умрет от урожая. pH, да, pH. Это 80 больше, да? 80 больше не хорошо идет. Поэтому удобрение тоже это эйси드, 미주, да, эйси드.